Письмо горцам. Размышления европейца о чеченцах. Я не чеченец, я европеец. Один из тех, кто привык к мягким улицам, к разговорам, которые заканчиваются компромиссом, к законам, которые работают не на страхе, а на доверии. Но последние 10 лет я провел между Грозным, Берлином и Страсбургом. Ел с чеченцами, спорил с ними, слушал, писал, молчал рядом. И в какой-то момент понял, между нашими мирами не пропасть, а что-то другое. Что-то тонкое, болезненное, словно недосказанное братство и обоюдное недопонимание. Как выглядите в наших глазах вы? Скажу прямо, в Европе чеченцев и остерегаются, и не понимают, и одновременно восхищаются. Для большинства вы что-то вроде мифа. Горцы, свирепые, гордые, непокорные. Вас называют воинами, людьми чести, мстителями. И в этом, как ни странно, и романтика, и высокомерие. Как будто вас ставят на пьедестал, но за стол не приглашают. Мы смотрим на вас с уважением, за умение выстоять, за достоинство, которое держится даже в изгнании. Но нас сбивает с толку ваше молчание там, где надо говорить. Пугает страсть к обострению, даже когда пора искать выход. Мы видим вашу безупречную память, но очень слабую способность прощать. Чеченец для нас — это герой, но не гражданин. Поэт, но не политик. Солдат, но не учитель. Это восприятие может и несправедливо, но менять его предстоит вам, не нам. Прошлое как шрам и как знамя. История Чечни — одна из самых трагичных и недосказанных в Европе. В XIX веке вас пытались сломать пушками, в XX — депортацией, в XXI — деньгами и имитацией мира. Вы привыкли жить так, будто весь мир против вас. Эта привычка одновременно и сила, и беда. Она делает вас стойкими, но закрывает от мира. Вы превратили боль в родину, а родину в миф. Только миф не строит школы, не лечит, не дает будущего. Я понимаю ваш гнев, но нельзя же жить на одном гневе. Он разрушает не меньше, чем бомбы. Чеченцы в Европе. Сегодня в Париже, в Берлине, в Вене тысячи чеченцев. Кто-то влился, кто-то бунтует, кто-то просто молчит. Вы привезли с собой все — код чести, культуру, боль. Но забыли, что здесь горы ниже и эхо слабее. Здесь вы не угроза. Здесь вас, если честно, часто просто не замечают. Вы остаетесь в стороне, гордые, да, но изолированные. И когда я слышу, нас не понимают, мне хочется спросить, а вы сами кого-нибудь попытались понять? Где ваши культурные центры, ваши книги, открытые разговоры? Где чеченские мыслители, а не бойцы в ТикТок? Почему ваши самые умные люди так часто молчат, когда именно они должны говорить? Мой совет не как судьи, а как друга. Перестаньте смотреть на Европу с подозрением. Да, она несовершенна, но это шанс. Не потерять себя, а найти новый способ быть собой. Европа может дать язык для мира, если вы принесете в него свою правду. Привет, друзья, с вами одинокий Джейсон. Я начал необычно сперва с чеченской песни на французском языке, а потом подумал, давай я включу небольшой репортаж, мост диалога между чеченцами и европейцами. Вы знаете, очень много чеченских беженцев проживает на территории Европы, не только чеченских, но и ингушских, которые бежали из
полыхавшей войной Чечни в конце 1990-х годов и осели во многих странах. Одним из них являюсь и я. Я тоже уже давно живу в Европе. Живу, как вам сказать, достойно, не опустил голову, работаю, тружусь, конечно, не во благо и Чечни или во благо Ингушетии. Я, так как я небольшой человек, я не могу на свои плечи все эти завалить на такие великие дела, кроме меня 1,5 миллиона чеченцев, которые могут и умнее меня, и моложе, и подкованы языком, знаниями. Поэтому я всегда вам говорю, что я не блогер. И вот эта девушка, которая проживает, она была диктором на Гродненском телевидении, стала беженцем. И вот я не стал дальше ее оставлять, потому что, вот видите, вот это, нет вот такого аналита у чеченцев, есть ичкеринцы, есть вот эти разные, и еще и сами ингуши почему-то нас разделяют на чеченцев, на кадыровцев, на ичкеринцев, на чеченоговорящих. А вот у меня вопрос к этим ингушам. А вы с какого боку к нам относитесь? Вы же сами кричите на этих площадях, что вы великий народ, и никакого отношения к нам, чеченцам, не имеет. Конечно, вы не имеете. У нас большая культура. У нас мы птицы высокого полета. Поэтому я поверю вам на слово, потому что не могло в 3 поселках зародиться мировая телевизация, и поверю вам на слово. Конечно, верить сейчас никому нельзя, тем более ингушам. Они как оборотни, вот днем они ингуши, а ночью почему-то превращаются в чеченцев, мирных чеченцев. Днем они наглые ингуши, а ночью мирные чеченцы. Вот так войнавский народ, вот так он предстал перед нами в нашем современном мире. И вот эта девушка зовут Мади Бапалат, псевдоним, скорее всего. Вот она, вот тоже, казалось бы, чеченка, умная, грамотная, подкованная. Но вот она, вы видите, я поэтому при последнем про амазонки, ингушек, я вот вам объяснил, что вот наши женщины молчат, наши женщины говорят про чеченцев. Даже вот бывает критическое мышление про чеченцев. Вот она высказывает, а почему у вас все должно быть так гладко, все должно быть так красиво, как на гламурной картинке. И почему у вас не звучит эта критика? Она должна звучать, потому что есть люди разные. Кто-то порядочный, кто-то подлые негодяи. И вот человек как... Вот я просто со стороны смотрю на вас, товарищи ингуши, и поэтому у меня такая критика к вам, и вот такое претензии к вам. У вас все не так просто, и все не так хорошо. И вот я ни одной чеченской женщины не услышите, и вот профессорша, доктор наук. Там, не знаю, у нас в Грозном сколько университетов, товарищи ингуши, нефтяной, технический, вот который миллионщиков, больше 100 лет. Вот сколько там преподавателей, сколько там вот это преподаватель состав, это профессор, это деканов, докторов наук, Чеченский госуниверситет, который тоже почти 100 лет. Сколько там этих профессоров, этих докторов, этих, я не знаю. И вот педагогический университет, Чеченский российский университет имени Кичи Хаджи, богословов.
у нас, я не знаю, по населению, по масштабам, по Грозненской школе, реально училище был в Грозном. Э, а, Раиса Ахматова — это чеченская поэтесса. Это Магомед Мамакаев тоже чеченский. Вот это. Вот Марьям Исаева. Одних поэтесс чеченских сколько. И поэтов, знаменитых танцоров. Вот Махмуд Эсэмбаев. Он? Чеченец, ингуш, он чеченец. Муслим Магомаев, чеченец. И вот я не знаю. И вот этот, у нас сотни сел, городов. Вот это не слышно нашего, вот по всему миру они находятся. И вот я не знаю, вот этих сельских поселках, оказывается, я не знал об этом. Теперь я знаю, что зародилась мировая телевизация этих просторах, где дикие кабаны бегали на зранских просторах. Это, оказывается, Аланы там. Вот я не знал, теперь я знаю, что шумери там все вот эту кабанскую культуру зародилась только на территории Ингушетии. Это интересно, как они это рождалось в 3 этих километрах, вот как это, Кабан, кажется, по карте это покрывал весь Кавказ, и как оно именно ваше, как у вас оно зародилось, вот это как этот фонтан бывает, откуда выходит, потом оно расплескает. Может, это так было раньше? А может, это просто многие народы объединялись в какой-то структуре, какой-то образование, чтобы жить, чтобы процветать. Я как философ, я просто думаю, мне самому интересно. Иногда бывает, я обида берет, и я вам тогда даю, показываю, кто вы такие. Но как это? И я вот так начал, потому зачем мне надо на вас обижаться, вы кто мне, вы никто. И звать вас, извините, вот в этом вам обидно. Я извиняюсь за прошлый ролик, что я там про эти нижнее белье вот так сказал. Я просто это выскочил. Потом я не умею монтировать, поэтому я не смог это оттуда убрать. Это, конечно, некрасиво. Но это же я же этого не придумал. Это сами ингуши об этом говорят. Вот я что придумал, сижу в Грозном и придумал, что вот ингуши это амазонки. Нет, это сами ингуши говорят, сами женщины, вот это зауры, они все сидят и говорят, рассказывают, что они предки амазонок. Вот. Это по нашему языку это дикари. Дикари. У них не вот понятие амазонка, вот даже сама понятие амазонка, даже они были бы 100 раз амазонками раньше. Но как это женщины, как это женщины воительницы? Вот как это по нашим обычным, по нашим традициям, как это, а где ваши мужики были? Вот это я хочу, что в Азранских горах мужиков, они, как это? Вот это, знаете, они врут, и вот они не могут остановиться. Вот все, что лежит, они прибирают своим непорядочным рукам. И вот у них иногда бывает раж, они идут в этот раж, и вот такой бредни. И вот я хотя и чеченец, но очень современный. Я живу в Европе, мы сидим на своей работе и говорим, можно спокойно про такие вещи говорить. Конечно, они говорят с чеченцем, вот с моими коллегами мы вот так сидим и разговариваем. И вот для меня вот даже амазонки — это голое тело, это репортажи, это же вы видели? Это же я же это не придумал, амазонки. Это репортаж вот это из Африки, французские, а раньше были французы это все снимать,
на французском языке, сколько вот этих фильмов про Амазонок, и Африки, и в Южной Америке, вот бразильские джунгли. И я что это сочиняю? Я это не сочиняю, они голышом бегают. Вот это амазонки. Вот, эти, какое отношение имеют они, которые Папуа Новая Гвинея за 5000, за 10 тысяч километров. Это Африки тоже за 10 тысяч километров от нас эти амазонки обитают. И вот это Южная Америка, в Бразилии, они обитают снова от нас 10 тысяч километров. Какое отношение имеют они к Галгаям? Вот то же самое. Вот как это русский сказал, имейте совесть, товарищ ингуси. Она, конечно, она не продается в супермаркете, может, я вам бы ее купил, но она не продается там. И мне очень обидно, что вы так себя ведете. Вы же, видите, вы же числитесь в войнах. Вы вот это, ведя вот это разговоры, вот это низкие, вот это, что у вас больше культуры нет, кроме Амазонки, что вам больше нечего сказать, вот это, не, вот это ваше, потом вы удивляетесь, что вот так резко, конечно, я буду резко, я очень критический человек, я очень развито критическое мышление, я просто так ничего не говорю, я просто на вас смотрю, как на зоопарке, на диких зверей, а потом делаю свои выводы. Я свободный человек. Я свободный человек. Меня вы не можете ограничить в своем критике, в своем рассуждениях. Это я у вас на Азране, а не проживаю, не стою в ваших этих рядах, я чеченец, я свободный человек. Мои предки были свободны. Все наше существование чеченцев – это свобода, связана свобода. Поэтому из нас выходили эти имамы, поэтому мы были духовные, чистые люди, поэтому и все шейхи из нас вышли. И это они простые слова, это история. Мы не пишем, как вы придумали историю. История пишет про нас. Про нас оно разговаривает. Вот жалко, если бы телевидение Азербайджан, сколько там этих филологов, профессоров выступает, что они говорят про чеченцев. Вот вам бы это не понравилось бы, это про Урарту они говорят, про армян, а потом армянское телевидение вы снова пойдете, тоже про чеченцев. Это история пишет про нас. Это не мы, как вы, сочинители этих азранских кабинетов, этих сидите в этом колхозе и сочиняете. Конечно, я понимаю, у вас депрессия, там, страшная депрессия, это, вы видите, вот этот город, мог бы быть Азран точно таким же. Если вы были бы великими людьми, ваш Азран был бы вот таким. Современным, развитым, и вам не было бы дела до вашей, да, история должна она быть, вот сочинительство, вот сказка, вот вы бы строили, вам некогда было бы сидеть там в интернете и придумывать эти сказочки. Вот я такой, я не могу себя изменить, потому что всю свою жизнь я был таким, я был очень, как вам сказать, критическим человеком, вот у меня, вот что я сделал? И в семье, и где угодно, на своем рабочем месте. Я вот такой человек. Ваши призывы, вот я смотрю, поступают призывы со мной, вот это, меня надо опустить. Вот вам не стыдно? А потом вы такие пишете, а что я вас не назову гондонами или проституткой? Вот девушка это будет писать, она проститутка. Она значит, что порядочный человек не пойдет. И вот даже полностью этот ролик послушать, там же есть рациональное зерно. Я просто вам показываю, что ваши женщины, они не предназначены для боевых действий. Мирное время. Они предназначены для семейного очага. Вот я сделал сравнение. Вот хоть одной чеченской женщины вы слышите, против вас ингуши что-то там говорит. Или кто-то призывает чеченская профессорша, я не знаю. Я имена назвал.
Их много, но я несколько имен назвал. Это Тамара Азаева, Лидия Юсуп, это профессор, это доктора исторических наук, экономических, я не знаю, вот, наук. Вы слышите, что они кричат на площадях, или это, вот это говорят, Назрань это чеченский город, или Джерах это чеченский. Нет, вы не слышите, ни одного чеченской женщины, нигде вы не слышите что-то про вас, ингуши, товарищи. А ваших, да, десяток этих. Десяток. И Лейла это Гагиева, это Марьям, они все жили в Грозном, и за счет наших чеченцев, они там процветали, они там эти научные степени получали. И вот этот предатель своей родины, и прискакали, они же в вашем Азране стали докторами, профессорами, они стали в городе Грозном, в чеченском городе Грозном. И вот это, свое злость, вот это, да, вам хотелось бы, как и раньше, 70 лет, вот так, жить за счет чеченцев. Вот вас уже контора это прикрыл. Рамзан Кадыров тем более прикрыл. Я бы не разрешал вам, честное слово, покупать квартиры в Грозном. Это враги, они предатели. Это они потом будут снова орать, снова бегать. И вот я не согласен. Вот у вас Азран, у вас Магаз, у вас Исунжи, Карабулак, эти села есть, городов, они сложно называть. Вот пусть они там эти дома строят, пусть они там обустраивают. Вот такое. И я всегда, вот это претензии не ко мне, я хочу вам сказать, это претензии к вам, ингуша. Это ваши сказки, это ваши рассказы. Вот мы, вот вы, вот если это, они говорили бы ваши профессорши про этих амазонки, мы бы тоже об этом они говорили. Если ваши женщины занимаются своими детьми, своим домашним очагом, вот соблюдали бы это войнавское или ингушское, чеченское, неразно, вот это свои традиции, и вот это, или вот зачем политики? Зачем же в этом, я сказала своей матери, как она, у нее не было, почему у вас должны быть все политически так подкованы, все эти женщины? Потому знаю почему, потому что очень сложно против женщин что-то сказать, вот поэтому все ваши старики, все ваши женщины, вот это все, я не знаю, вот, античеченский оголтел, вот эта пропагандочка у вас, и мы будем, мы это правильно Рамзан Кадыров делает, никакого вам сторону, даже он вас не замечает, правильно политик, не замечает вас. Хотя он мог бы противодействовать вам, всех вас прикрыть, но он даже сделал вид, что не знаю, правильно, кто вы такие, не замечают. Это ваши бывшие братья, это вы, это ваша деятельность, это результат вашего плодотворного труда. Вот вы хотите быть кем угодно, но не войнахами. Вот это ваше, вот результат вашего труда, вот это. А, конечно, вы будете сидеть и потом говорить обратно. Я, представляете, я вас больше не люблю. Вы мне больше, не нравитесь, товарищ ингуш. Вы в моих глазах очень упали. Это многие чеченцы вот так сидят и думают, когда вас видят, когда вас слышат. Вот это грань, это она, это приличие имеет значение, порядочность имеет значение. Есть границы, есть вот это. Я вам это говорю, а потом у вас хватает наглости приходить ко мне, и вот мне заявлять это. Да. Вот такие дела. Сколько чеченцев пережили. Вот войны, все вот это, вы свидетели всего вот этого. И вот вас, я не знаю, вот человеческое ничего оказывается, у вас ничего не оказывается. И вот вы просто завистливые люди. Вот это, я не знаю, вот какой-то вам, не знаю, все самое худшее у вас оказалось. Все самое плохое. Вот низкие какие-то, вот это. И вот даже я могу страшно мне представить,
пчел, когда вы собираетесь вместе эти чаи пить, ножку на ножку, и с мужиками сидите там, как вы вот нас обсуждаете, вот это. Вот я тоже сейчас извиняюсь, это как это без афоризмов, голос, самой голову задницы, и вот обсуждаете других. Вот какие вы реально чистые люди. Сперва любите себе, своих семьях, и учите своих детей, что такое хорошо, что такое плохо, что нельзя завидовать чужому благосостоянию, что нельзя быть подлыми людьми. Вот это вот прививайте своим детям, потом они не будут вырастать и писать такие грязные слова, которые пишут мне. Я, может быть, я не знаю, отца, да, могу быть, потому что возраст такой, это неприлично. Вы же, как это, вы писать молодые парни, вот такому, вы же своему отцу пишете, своей дяде пишете такие слова, не пишите. Вот зачем тогда постороннему человеку вот это все писать? Почему меня провоцировать? Почему вы хотите, вот это вас устраивает, когда вам говорят, что вы дно? Вот почему это вас устраивает? Почему вы хоть один порядочный человек? Скажите, вы же говорите, что вы мужчина, вы герои. Хорошо, тоже поверим на слово. Вот кулаком стол хватит, достаточно, товарищи. Почему у вас нет вот хоть одного человека, который сказать вашим чувствам ваших, вас привести? Закончились эти потрясения. Давайте будем лучше строить, лучше обратимся к созиданию. Нет, у вас же другие вот это. Вам просто вы хотите воздушные замки, вот вы хотите чужое прибрать себе. И, короче, ищите легкий путь. Как оно может быть легкий путь? Конечно, ваши отцы всегда эти пути искали, их находили, они жили понебратстве с этими царями, вот всегда. Почему сопротивлять? Почему вот это? Нет, у вас все, вот, по жизни у вас было так. Поэтому вы вот такие легкомысленные люди. Вы мне открыли глаза, сами открыли. Сколько тысяч я этих комментариев получил, сколько грязи, гнилета, где там культура. Я уже другими глазами на вас смотрю. Я вспоминаю всегда в школу, когда у меня появился первый друг ингуш. Короче, наша воспитательница поставила на дежурство, но он сидел на втором ряду партах в школе, в классе сидел, но я замечал, что он такой, там классно, как бы сказать нашим языком, классный парень, там, современный такой, молодой, симпатичный, еще светловолосый такой. Я не знаю, отец ингуш, мать ингушка, чеченка, вот такой совместный брак. Вот может быть, оба отец и мать ингуши, но так как чечен ингушети, мать получила должность там вверх суде в нашем районе. Может быть, они вот так из Грозного переехали. Я не знаю, истории я не спрашивал, но факт, что этот парень оказался моим одноклассником, ингуш. И вот нас поставили на дежурство, короче, это вечером. И, конечно, это было небольшое наказание, потому что мы себя не так вели, и нас наказали дежурство. Нам дали, у нас был паркетный пол, но вы знаете, паркетный пол, это смешно, там можно кататься, и мы с ним этой шваброй катать, вот так смеясь очень много, вот это очень много было смешных моментов, да, сейчас вспоминаю, мы были 15-летними пацанами там, и вот так в ходе вот этой уборки мы разнакомились, не то что подружились. Потом мы стали где свободное время, иногда дали по парке ходили вместе. Вот это был первый мой ингуш знакомый, который, вот, знаете, после этого какой-то, я не знаю, какое-то у меня чувство к этим ингушам, даже и сейчас, да, я обидах говорю,
что вы мне не нравитесь, я вас больше не люблю, но внутри, в глубине души, это у каждого чеченца, вот это, ближе вас нам никого нет. И вот я вот вспомнил вот этот фрагмент вот этим ингушом. Вот так, потом я в Грозном учился, жил там. У моего брата была квартира, там начало вот 90-х годов, вот молодой, я тоже. Я же учился вот этим, учился тоже в учреждении, и потом там я познакомился тоже из Назрани парень. И в советское время мы писали друг другу письма, вот и тоже мы, можно сказать, переписывались. Тоже был знакомым Назрани. И вот это так получилось, что я там, мы встретились вот одно год или полтора, вот обменивались письмами. И сейчас все мои знакомые ингуши, все мои знакомые ингуши, у меня очень много знакомых ингушей. Я замечал, конечно, за ними какие-то странности, но знаете, и среди чеченцев, и среди других народов есть эти странности. Но вот единственное, я заметил, что наглость, да, вот это странно. Короче, я вам рассказываю, я это ничего не придумал, я сейчас, вот единственный раз я сейчас говорю без имен, я всегда называю имена, но сейчас будет без имен. Я, какой-то чеченец мне говорит, какой-то, короче, он пошлет тебя, зачем ему это надо, я не знаю для чего. И мне говорит, что вот этот ингуш парень молодой, можешь с ним вот поговорить, это, вот это сейчас. И я не мог ему отказать, говорю, ничего страшного, мне-то они, зачем мне столько друзей этих ингушей, чеченцев. Я говорю, ничего страшного, да, потом я сразу подготовил чалду. Рядом со мной в парке я должен встретить его, и рядом у меня дом, я живу в очень красивом месте, и я хочу вот пригласить его. Вот мы стоим, сейчас ходим, возле моего дома ходим, ну как кавказец, как чеченец, как в войнах, я что должен? Я просто должен предложить чай человеку. И что-то там было, я сейчас даже мутно помню это, что было. И я, короче, встретился с незнакомым парнем ингушом. Я его встретил как будто бы мой давний знакомый. Ну, у нас так и бывает. Привет, здравствуй, здравствуй, привет. И вот разговорились, походили. И я его просто, смотрите, я приглашаю этого человека чай. Зайти, вот я напротив от моего дома, мы 10 метров, дом стоит напротив, парк рядом. И вот когда мы пришли к моему дому, я говорю, просто показываю пальцем, я живу там на 3-м этаже, давай зайдем чай попить. Я же встретился с незнакомым человеком, возле своего дома, с ним ходил по этому парку, и поговорили, разговорились. И что он говорит? Нет, я должен идти, у меня 10 часов куда-то, я должен идти. Какой-то вот это начал. Не захотел зайти домой. Вот я парень, он парень, просто посидеть, чай попить не захотел. Просто, я не знаю, для чего это было. Вот посторонний человек, вот так они. И не зашел. Вот этот парень, потом другой. Где-то кто-то там пригласил меня в гости, и там собралась большая компания, и там это ингуш сидит. У нас как чеченцы, ингуши, мы между собой не разбираем, ты ингуш, ты чеченец, просто в войнах, все. Мы, привет, здравствуй, привет. Я с ним даже не знаком с этим ингушем, даже с ним вот это нет. Я пришел с другим, с моим знакомым, но он, правда, был осетин. И вот сидим там, все, вот они, оказывается, этот ингуш косо смотрел на этого осетина, и вся моя вина была в том, что я общаюсь с осетином. И вот я-то это не знаю, я просто чисто искренне, вот бывает, и ты пришел в гости, я пришел в гости, посидел, все, свое мнение оставь при себе. Нет, он чеченцам всем, ой,
разнес меня, почему он с ним общается, а что плохого это осетин ему сделал? Вот это непонятно. Что плохого он сделал? Он притом мусульманин, он даже не мой знакомый, он моих знакомых чеченцев знаком. И вот, вот бывает, и вот повод, что что-то там про меня сказать, что он осетинно общается, это то. Вот такие. Я современный человек. Я одеваю джинсы, я могу футболку я могу прическу сделать. Но я такой, я в Санкт-Петербурге тоже жил. Я человек большого города, мне значения не имеет русский, узбек, грузин, осетин, ингуш, чеченец. Я общаюсь со всеми людьми. Это раньше было, сейчас нет. Сейчас я перестал общаться, поэтому я одинокий житель. Мне никого не нужен сейчас, никто не нужен. Вот не буду. Вот я езжу по всему миру, разъезжаю, путешествую. Вот я ничего не потерял. Вот они потеряли. Они потеряли. Я на их Фейсбуке не подписан. Они подписаны на мои. В Ютубе они меня ищут под мои посты, пишут вот всякие. Вот я уверен, 100% это ингуши мои знакомые. Знакомые. И вот они один ингуш приглашает себе, и там с 3 ингушами ты знакомишься. Потом другой ингуш приглашает себя, еще 5 ингушами. Вот так, знаком. Вот они мой голос, я не знаю, или мой интонация, или мой вот это, вот, или кто-то им, чеченец или ингуш, говорит, что это этот он. Вот они пишут, вот многие негативные комментарии, вот они пишут. Вот эти. Это, знаешь, это нужно себе. Я сейчас понял, что вот, оказывается, не надо было общаться этим мусором. Мусор был, я из Петербурга, культурный человек. Зачем мне они нужны? Просто вот у чеченцев это так принято. Вот ингуши нет. Ингуши это особо, оказывается, нация. А я об этом и знал, что с вами надо особо общаться, надо вам потыкать во всем. Вот это я рассказывал, вот этот про ингуша. Короче, чеченец, который я познакомился в Киеве. И я случайно в своем городе его видел, оказывается, он с моего города чеченец. Старше меня, там, вот, семейный такой. И конечно, я подарки, 2 духи купил. Один дух Шанель, вот этот мужской, вот этот купил за 128 евро. А другой Ральф Лоран, номер 4, тоже очень такой, 70-80, дорогой духи. И вот это, они сейчас, это раньше, это большие деньги, это часто, конечно, все это немножко обесценивалось. И вот я подарил просто так, не на день рождения. Просто они пришли в гости, а я вот такой дорогой подарок обоим сделал и подарки. И что вы думаете, что из этого вышло? На Новый год я подарил вот этому ингушу. Он мне 0 копейку не сделал подарок, а я ему на 80 евро вот этот Ральф Лоран, мужской запах. Я же специалист этих духов, и я специальный запах подобрал, красиво, очень. Разница даже, я сперва хотел обоим вот этот Ральф Лоран подарить, потом думаю, как это обоим, я не смог найти другой вот этот запах, и я решил Blue Chanel, который я себе купил, дать чеченцу 125 евро, а этот подарить вот этот ингушу. Вместо того, чтобы сказать спасибо, вместо того, чтобы вот это, что вы думаете, как маленький ребенок. Он сперва взял этот Шанель, видишь, что Шанель очень дорогой дух. Ой, мне понравился это, а мне этот запах не понравился. И вот сделал так, чтобы я сказал, хорошо, я тебе куплю другой. Представляете? Вот эти ингуши, они вот эти наглые, бесцеремонные. И вот я говорю, я только несколько примеров вам. Вот сколько я примеров могу по этих ингушей. Потом последний вам, клубничка на торте вам, последний пример.
приведу про вас, товарищи ингуши. Я это не придумал, это по именам я могу, вам по фамилии могу их рассказать, кто это такие. И вот это заставил купить еще подарок, 125 евро я должен отдать, за 200 евро подарок себе. Он мне ничего не подарил, ничего не дал, просто пришел ко мне в гости и 200 евро. А потом через месяц он закончил эти духи. И какой-то ингуш другой, оказывается, тоже. Он говорит, ой, какой тебе духи я еще не. И он говорит, это мне не одарил этот чеченец, и я его за этот месяц потратил. Он говорит, знаешь, это какой дорогой дух? Он стоит 130, очень дорогой дух. У меня тоже есть такой. И там вот это, он говорит, это очень дорогие духи. А это говорит, а я не знал, что они такие дорогие. Везде он там 17 брызгов делал. Это потом, вот это, знаете, это мелочь. Вот если я был бы внимательный, сейчас я очень внимательный. Если я был бы внимательный, я сразу понял, что он гондон, что он пустышка. И таких людей не надо себе пускать. И вот, извините за слова, конечно, вырвалось. А как это обозначить? Их не обозначить. И вот это, сколько вот это полностью он сделал, сколько всего сделал. И вот это я про это не говорю. И вот это, потом оказывается, 7 этих чеченцев настроил против меня, вел там оголтело, то он себе из чего-то вот это, он то это. А эти чеченцы тоже, знаешь, они вот не любят успешного человека, и вот они вот так, это ингуши имеют, вот я не знаю, по всей Европе это, вот у них многие чеченцы друзья, вот они умеют вот это. И вот это, я-то их раскусил, и потом немножко стал сторониться, и потом он хотел, вот сколько всего я ему сделал, вот хотел избавиться от меня. И просто пришел, я скажу, я знаю, я не хочу общаться. Вот это, он сказал, что он не хочет общаться, и вот это повод вот, перед другими, что он, вот, это другой ингуш, они все разные, тоже там тоже есть среди них плеч, я же не... Они говорят, что масса все мужчины плохие люди. Есть много, очень много, и вот поэтому я говорю, надо за ними контролировать. Вот о чем мои все ролики, о том, что нельзя вот так давать свободу слова вот этим подонкам, лжецам, обманщикам, врушкам, вот эти женщины-врушки, типа вот это, от того, что она одной ногой за ингушет, а другая нога в чьей-то постели. Вот это очень, вот это не стоит вот это. Лучше бы она вот не стоит вот эту. Орально, должна быть орально все. И вот я вам говорю от всего чисто в сердце. Честное слово, я вас очень разочаровал. Такое разочарование у меня даже в русских не было. Сколько они нам, вот я жил под бомбежками, сколько я видел. И то вот я разочарован, я знал, что они не мусульмане, они христиане, у них язык, они просто не понимают нас, поэтому так против нас. Вот вы-то соседи наши, вы-то наши кровные братья, и вот как между нами пропасть большая. Не может блеск и нищета вот это, не может это не может оно. Вот такие дела, очень печальные дела, конечно. Мне тоже. Я почему сегодня вышел? Потому что скоро я тоже больше не буду про вас вещать, мне даже неинтересно это. Зачем мне ваши вот эти подлости, зачем мне ваши вот эти грязь? Лучше я буду своими делами заниматься и сторониться вас. Вот это я знаю, что я должен делать. Больше никогда в своей жизни не подпускать.
сторониться вас, как от чумы. Да, вы же разные, сколько вы чеченцев испортили. Вот общаясь с вами, обираясь вашей наглости, вот это, вы очень много наших чеченцев испортили. Честно слово, это они слова громкие. Вот с кем общаешься, этим и набираешься. Вот. И меня это очень сложно. Знаете, я человек пишущий. Я могу, знаете, анализировать некоторые поступки некоторых людей. И вот просто я почему многим общался, просто хотел конечных результатов, чего они хотят пойти. Вот использовать людей, вот этот, который дух я подарил, вот он этим чеченцам ходит, почему он с ним ходит? Только материал. Вот у него машина, ему нравится, когда его на машине домой подвозят. Вот чисто меркантильный интерес, чисто меркантильный интерес. Вот использовать. Куда-то он сам, ему нужно вот, этот дурачок возьмет свою машину и его с ним поедет. И Франция, они везде там ходят, там, по этим злачным местам. И, знаете, и оба одинаковые, оба одной пробы. Вот так это дружба. Вот со мной почему это им вообще общаться? Только чисто меркантильный интерес. Вот что-то, дорогие подарки постоянно получают. Повода, без повода же приятно. Конечно, приятно. А мне просто, я покупаю, мне некуда девать эти вещи. Вот сейчас я делал ремонт. Ой, сколько это вещей обралось, куда их деть? Я их отправляю везде, отдаю. Сейчас я больше не буду ничего покупать. Тем более. Все есть. И вот это очень печальный результат. Я молчу про эту историю, которую вы выдумываете. Пусть выдумывали, ну понятно. Но зачем за счет чеченцев? Вот зачем утверждаться за счет другого народа? Вот зачем все это ихнего? Да? Оставьте что-нибудь для нас, для наших потом. Вот почему все оказывается ваше, все ваше, все ваше. Почему-то ваш Назран до сих пор в силу. Вот вы говорите 245 лет, больше, чем Грозному, больше, чем Владикавказу. Вот говорите вы, ой, он должен быть миллионный город, где он? Покажите нам, по каким картам он такой. Вот это вранье, это ваша ложь. Это были степи, это не городом он был. Вы придумываете. Чтобы сказать, раньше Владикавказа он существовал, статус города ваш Назран получил в 1969 году. И то после двух этих заводов, которые у вас построили. А Грозный Владикавказ стал указом царя в 1860-х годах. Видите, после того, как Грозный Владикавказ стал городом, выйти 100 лет и то, постесняя своего Назрани, построить себе другой город. Ну, вот такие ваши дела, товарищи. Вам кажется, что вы меня обижаете, что я панк. Нет, у меня такая фигурная речь. Я иногда, я понимаю, я очень эмоциональный человек. Я просто, знаете, я могу часами говорить и возбуждаешь. Вот обида, оказывается, нужно чисто вот подходить, вот чисто информационно. Не надо эти эмоции. Вы не стоите этих эмоций. Вас не, вот сколько я бы не старался, хоть один бы сказал бы, но он же пишет, говорит разумные вещи. Почему наши женщины везде должны вот это говорить? Вот вместо этого его надо поймать, его надо избить. Вот вся ваша подлость, вот у вас это в крови, это ваш ДНК. Вот у ваших отцов, прадедов это было предательство. Вот подлость, вот это ваше, это ваше. Вы же хотите толпой.
Вот вас ждет большое разочарование, дорогие товарищи. И жалко, что я не такой, как вы. Тут 10 человек у меня в списке есть, вот я вот все наблюдаю, вот и ингушей, и чеченцев, и их друзей. Вас бы таскал бы я по милиции, по полиции, вам бы это не понравилось, просто зачем мне это надо? Зачем мне это надо? И поэтому я вас жалею, ваши семьи жалею, ваших отцов, матерей жалею. И повод, дайте мне повод, вы получите от меня. Вот всех по фамилиям, уже фамилия, список у меня есть, вот, заберут вас всех. Я не простой чеченец. Вы думаете, я простой? Я известный человек. Я член 4 правозащитных организаций. Я правозащитный активист. Вам кажется, потому что в этой стране меня знают многие. Это вот я знаю я всю свою жизнь боролся этой дискриминацией, вот этими вещами. Что думаете, я просто пойду в федеральную полицию и сдам, мог бы просто пойти и имена назвать, все. Не дай бог, что-то со мной, все, вас заберут со всех этих бедные, несчастные гангуши. В гангуши вы, потому что порядочные ингуши так себя не ведут, так себе подло не показывают. Вот тут, конечно, вам это очень нравится, и мужиками, и бабами тут понабраться, по саунам бегать, а потом я что-то сказал, ой, давай вот это унизим, принизим, да? Вы унижены, вы принижены. Я очень много знаю, вот вам кажется, я не знаю, я знаю, всем мне рассказывать, я источник информации всего, что происходит, все стекает ко мне, и я что, не знаю? Да, вот у вас для себя, да, у вас нет правил, нет приличий, ничего у вас нет. Вот для других вы хотите это правила. Бедные эти ингуши, которые чистокровные, не это вы, которые непонятно откуда, из Дарьяцкого ущелья по зале, а это чистокровные ингуши, которые жили на этой земле ингушской, Редлиста, без этих смешанных браков, вот чистокровные ингуши, которые жители вот это Плиева, вот это Кантиша, вот Жераха, вот эти бедные эти люди, как вы их, это кучка вот этих оголтелых, этих проституток, наркоманов, все их, я не знаю, бедные люди. Они боятся высунуть свою голову, что-то ляпнуть. Вы набросите стаю, вот это вот же по всей Европе вы какая-то шайка вот этих аморальных личностей. Обижаете вы, не обижаете, мне это по одному, вот шайки. Мораль для других, для себя мораль, для своих жен, для своих детей. Сперва начните с себя, а потом учите других людей. Это мораль у вас для других, не для себя. Мы же это видим, это все мы видим. Это и все, даже в Европе очень много порядочных ингушей придерживаются ислама. Вот, я просто, у меня так получается, я же не могу часами говорить, где порядочные ингуши, где непорядочные, но в общем плане у вас вылезли вот эти оголтелые, это лицемеры, это оголтелые, я не знаю, какая-то оголтелая политика у вас, и никто не может заткнуть этим подонкам рот. Вот об этом, потому что оно в 92 год, этот ваш Бейбулат Богатырев на трибуне Верховного Совета Российской Федерации, эти чеченцы хотят нас захватить, нас хотят уничтожить. Орал он, орал, плакал. Представляете? На трибуне Российского парламента. Он кричал об этом. Поэтому получился 92 год. Что вам, чеченцы? Никто вас не замечал, никто вас не хотел
захватить. Он орал, поэтому у вас был 92 год, и вы лишились того, что вы имели. Но зато, конечно, вы прихватили все чеченское, но это другой разговор. И вот сейчас то же самое. Орете на всех этих площадях, это дамочки, это сумасшедшие домохозяйки вышли на эти площади и добиваться справедливости. Вот будет еще, будет. Осетины вам показали, скорее всего, чеченцы. О, чеченцы вам покажут, мне кажется. Они уже поняли, кто вы такие. Просто не хотят с вами на вашем волне с подонками общаться, никто не хочет. Скорее всего, опускаться до вашего уровня никто не хочет. Кажется так. Бедные люди, бедные ваши матери, бедные ваши отцы. Этих сел, они для политики созданы. Они созданы для земли, для семьи, я не знаю, для благосостояния своей республики. Нужно же двигаться в этом русле. Нужно созидать, нужно да, вы грамотно, у вас успех хорошо говорите. Единственное, что у вас есть, это русский язык у вас хорошо подвешен. Это что говорит? У вас есть это. Потому что у вас очень много смешанных семей и многие, скорее всего, корни с России, этих старопольских степей. Вот это я признаю, что у вас это есть. Потому что я сам был свидетелем этого. Сел на этот автобус. В жизни это был злополучный рейс. Вот мне нужно было Ростов поехать. Как я сел на этот грозный название, этот маршрутку. Жалею до сих пор. До сих пор жалею, что я сел туда. Как вы хорошо спрекали на этом русском. Мне показалось, что я в Пермской области, где я раньше жил, вот там я и на автобус сел. Честно слово, какая-то дежавю. Ни один человек не говорит по-ингушски. Все спрекают о русском. И старушки, и старуки. А что у вас, ингушского языка? Почему вдруг у вас язык появился? Вдруг вы вспомнили про свои корни, про свою историю? Ну, хорошо вспомнить, это правильно, это нужно вспоминать, нужно развивать. Но вот притязания, какие вам претензии к нам, чеченцам? Что мы вам сделали? Вот это я не понял. Вы же больше никому претензий не имеете, только к нам. Только хотите нас поработить, только хотите все наше захватить, все наше к себе присвоить. Имя Чечен, потому что это история сама пишет про нас. Мы не пишем историю, а история сама пишет про нас. Вот смотрите, иногда полезно смотреть. Это телевидение Азербайджана, это Армения. Вы поймете, это Грузия, это даже Россия. Вот, где чеченцы, товарищи, а где вы, ингуши. Вот такие дома, вот такие города постройте. И мы потом признаем ваши заслуги. А так, болтать, вот я тоже, хотя я не блогер, я вот просто сижу и болтаю. От этого, от того, что я болтаю, у меня благосостояние не повысится, если я не буду вставать, ходить на эту работу, если я не буду созидать. Вот сидя вот виртуально жить, вот виртуально, вся виртуальная деятельность. Виртуально великий народ, конечно, великий. Виртуально это не спустись на землю, товарищ. Мой вам совет. Займитесь процветанием. Оставьте эти камни, эти башни. Ну, оно же, да, вы сказали, но это же не можешь, вот это Айна, как ингушская певица, Газатгазова, вот как это. Певица, она у нас тоже в Чечне популярна. Пошла на это нового. Ну, тебе 17 лет, ты певица. Зачем тебе нужно это для начинающих певцов? Вот пошла туда рассказать свои тысячелетние истории ингушских башен. Вот они там, тысячелетние истории, и она Газатгазова, по-моему, что-то такое. Вот она, вот это, даже она. Смешно.
Вот так у вас все. Вот в Ютубе, в социальных сетях, вся ваша история, вот это из социальных историй, вот это социальных вот этих платформах, вы пишете истории. Вот чеченцы в интернете не писали истории, они писали кровью и потью в этих великих сражениях, доказывая, кто они такие. Поэтому любой народ, слово чечен для них имеет значение. Ну, вот такое небольшое зарисовочка разочарование в вас. Больше вы для меня не кумири. То, что было, это советские года, знакомство с этим мужчинами. Это же было, это прошлое. Я не должен вас на пьедестал ставить, что я с вами был знаком. Вот страшный кошмар. Страшный кошмар. Вот сейчас я все это вспоминаю, мне очень сложно сейчас себе какое-то разочарование, какое-то все самое худшее в человеке, что могло быть, это у вас. Это вы привили, это ранг, вы возвысили, это ваше достоинство, вот так. Достоинство это другое, это достоинство это человек ради вот этой вещи может отдать свою жизнь. Человек может ущерб себя жить, вот у вас это нет. Вот, ищите только прибыль, вот прибыль, легкой на нажив. Поэтому я сравниваю иногда вас с шакалом, конечно, это не неуместное сравнение. Ну, вот как надо быть на падале? Это же, я же не сижу тут, не придумаю. Это деятельность ваших вот этих великих ученых, историков, вот они же это рассказывают, не стесняясь по вашему телевидению. Вот я делаю, вот слушаю вас и делаю свои. Это обращение не к этим сумасшедшим, которые бегают, кричат. И это обращение к тем порядочным людям, которые проживают на территории Ингушетии, которые не согласны вот этим вакханалиям. Нужно поднимить по чуть-чуть. Я понимаю, вы в сложной ситуации, у вас какая-то оголтелая это истерия, и вам сложно порядочный человек просто стать, сказать слово. У вас это своя семья, это отцы ваши набросятся, это совет тейпа, и у вас очень вот это какой-то концлагерь, ну, главное, стенки они вас не поставят и не расстреляют при ваших детях, внуках. Вот это, поэтому, да, единственное, что вам может грозить, это не тюрьма, не ссылка, не расстрел, а просто осуждение людей. Просто нужно иногда говорить, я чеченец, я не должен вот говорить это, потому что это вы мне не касается, вы ингуши. Я к вам никакого отношения не имею. И если вы вот это идет очень плохому концу. Это закончится очень плохо. Поэтому, товарищи, иногда нужно говорить нет. Вот ребенок маленький, когда ты да, из этого ребенка вырастает чудовище. Иногда должно быть это нет. Вот, не всегда восхвалят вот этих людей. Надо смотреть, зачем это вам нужно. Зачем это вам нужно. Вот, ну, неужели у вас не было культуры, неужели у вас не было, я не знаю, искусства, я не знаю, творчества? Почему вы должны все чеченское себе присваивать? Свое имущество, что у вас нет? Почему оно должно быть? Если в горах Шатой находится эта башня, это не значит, что Шатой это ваше. Это не значит, что нет такой лицензии у Унгушей, то это башня истины. Это вы входили в состав нас, это какой-то наш тукум
от нас отсоединился, это, скорее всего, чеченцы, это мы строили их раньше, когда Тамерлан, вот этот, когда это Пушек, когда вот начали с Россией воевать, вот это у Шурма 1700 года, мы их перестали, потому что пушки и пушечное ядро, они могли добираться до этих башен, они могли ее разрушить, смысл потерялся. Когда шашками, когда копьями, да, мы их строили. Стрелями, когда шли в войны стрелами, это имело смысл, эти башни строить. Мы их представили от того, что вы себе дома строили в 1800, когда чеченцы в войнах там истекали кровью, а вы эти дома, как дома это получается, раньше башни, это же дома были, и вот вы строили себе дома, это не значит, что вы самые последние на Кавказе, которые строили себе дома. Это не башни строили, вы себе дома строили. И вот это не значит, что вы прародители, что у вас патент на это башня. Вот об этом. Вот кавказский танец, жигитовка, вот это придраться некому, это может быть чеченское, это может быть ингушское, это может быть осетинское, кабардинское, дагестанское, аварское, я не знаю, дагинское, лезгинское. Но там есть специфика танца. У чеченцев очень яркая специфика танца. Чеченский танец можно различить сразу с другими танцами. И вот это вы хотите. Потом этот танец вы не можете украсть, потому что это все знают, что это чеченский танец. Вот музыка, нет, это наша Ева Марсага, бегайте, вот музыку себе, кому она, Шопен, Ингушетия Шопен родился, Моцарт родился там, жил? Нет, не жил. Чайковский жил в Ингушетии? Нет, не жил. Седьмую симфонию Чайковский написал. Знаешь, у вас не было вот этих великих, чтобы у вас оттуда родилась эта школа танца, эти школа музыки. Не было. Я ни одной фамилии, я не знаю. Ни одной фамилии, чтобы сказать, что да, это природно. Шаляпин, это же Россия. Это же, он пришел Ариадское ущелье спеть Абреку Зазелимхан, эту песню. Он и родился в Дадарьятском ущелье, он не был ингушем. Вот об этом, это какой кошмар, зачем мне это надо, вот это, еще иногда зачем мне надо, наслаждайся жизнью, живи себе. Причем вы, вот непонятно, потому что вы лезете в нашу чеченскую жизнь. Хотите, вот мало, это русские нас отравляли, сейчас не можете, вы хотите отравить. Какая-то кучка непонятных, какие-то мутные схемы у вас, все мутно, мутные люди, какие-то вот этот архитектор, вот этот, я тут посетитель сауны, вот такие бывают, загорелые, вот этот, у вас он архитектор великим стал строить башню, вот этот испанец бежал, загар это не солнечный загар, это искусственный, вот этих, он делал. Зачем строителю загаришь? Вот это, знаете, это невероятно, просто посторонне наблюдать, сидеть, это зависимо. Вот мне очень много непонятно. Я понимаю, для других людей это непонятно, мне это понятно. Это, знаешь, это связано с вот это. Он не собирался возвращаться в Ингушетию, стать там строителем башен. Он ходил на солярий, он имел большие идущие планы в Испании. Обжиться, и, скорее всего, какая-то авантюра, кого-то кинул, что-то он не то сделал, а тут закон очень строгий. Тут надо за все отвечать. И какой-то он пошел, сказал, что я великий архитектор, пошел что-то там, какую-то херню построил, и полиция, он сбежал в полицию, убежал к вам. И вот знаете, вот это, тут не позволяет, тут не Ингушетия в Европе. Вот что-то авантюру сделал, и он убежал, спрятался у вас в ваших горах.
он там эти башни сочинял. Вот это нечистый человек, он же, а потом он, это ничего, строитель, это может, он будет, я тоже строитель оканчивал. 13 СПТУ Грозный, мастер сельского строительства, я учился. И может быть может, тоже, наверное, там в Грозном какой-то СПТУ оканчивал. Но не архитектор. Хорошо, архитектор там доучивался в Москве, где-то там, вот, хорошо, понятно. Ну, сбежал-то ты, когда задницу начал. Просто так добровольно ты приехал, там ты рассказываешь. Это Рамзан Султыков, кто не в курсе. Я просто сказал, что фамилию я не буду звать этим роликом, мне пришлось одно звать. Вот поэтому вот это не вяжется, это концы не вяжутся. Вот мутные ваши дела не видны. И вы хотите сказать, что мы это не можем говорить, если вы, да, это нам действительно это нам не касается, пусть он там в саунах валяется там, или солнце, вот это как искусственный загар, Алярий, он там сидит, это его личное дело. Но вы-то вы это вещаете не для своих мужчин. Вот. Я просто один пример привел. Вот много. Это то же самое Танзила Чебиев. То же самое Танзила Заура. То же самое Руслан Бузуртанов. То же самое Сараждин Султыгов. То же самое Идрис Абадиев. То же самое вот это Мальстяги. Вот это Елхорой. У вас вот что-то нечисто там. Это не от искренней души. Не от искреннего порыва. Вы преследуете какую-то цель. Какие-то темные у вас схемы. И вы... Понятно, это было бы в Ингушетии, это нам не касалось бы, мы бы молчали. Но вы же не молчите. Вот великая Качиха, вот этот Танзила Заурова, вот ковры, казалось бы, где ковры, где Ачхой Мартан? Нет. А нас, это Ачхой Мартан наш. То же самое Танзила Чабиева, этнограф, какой-то великий историк. Хорошо. Вот он качество, количество. Где качество, где вот потом вот это политическое, вот это присутствие, вот это, вот, расскажи про свои ингушеты, расскажи про эти горы, расскажи про красоту Азрани, я не знаю, про красиво строящее здание Магасы, там, я не знаю, природу Ингушетии. Нет, мы же не это. Мы же хотим сравнивать, вот мы в своем выступлении, нет, у чеченов нету, еще она говорит, чачан. Как это можно в Москве выступает и говорит, что она не говорит, что это чечены. Нет, она не дает права это чеченцам. Нет, это непонятно кто. Они сами себя называют чеченцами. У нас в Европе присутствует строка, когда они не может личность человека, полиция это делает, не может личность человека подтвердить, или не был паспорт, или что-то такое. И она так и пишет, сам себя называющий какой-то вот этот, Смирнов Дмитрий. Сам себя называет. Вот она, сам, чечен, это типа самозванцы. Они сами себя называют то нахчи, то чеченцы, а потом она говорит, третий, их называют чачанами. Но вот это, Эдрус Бузуртанов бегал по Грозненским, вот житель Грозного. Это Марьям Ялхарова, жительница Грозного. Вот чеченцы. Нет, мы великие мужчины. И самое главное, все эти танзилцы, вот, все они жители бывшей Чечен-Ингушской ССР. Вот, ненависть этим чеченцам, ненависть вот это. И вот это все красиво подается. Вы знаете, кого вы хотите обмануть, кого-то вы хотите. Вы что, лохи тут все? Мы что, лохи? Мы что, не понимаем ваше? Вот почему я так говорю? Я специально говорю так, чтобы... А я тоже так же мог бы, вот знаете, петлять вот по этим улочкам, как-то подходить, как-то культурно говорить. Нет.
Мы не такие. У нас нет крови подлости. Мы не наглые люди. Наш имеет смысл. Мы бережем свою честь. Мы очень разные люди. Очень вас разочарован. Надеюсь, я встречу, конечно, многих ингушей тут у себя. Но общаться я больше не собираюсь. Да, есть и хорошие ребята среди вас. Хотелось бы, но, скорее всего, лучше сторониться вас. Себе дома вообще нельзя пускать. Самому не нужно ходить в гости. Самому не нужно ходить в гости. И много чеченцев, которые живут и в России, и в Европе, и в самом Чечне. Вам и запретишь любить ингушей. Но иногда любите своих чеченцев, любите свою родину Чечню. Не нужно ходить на поводу вот этих ничтожных людей. У вас есть своя голова на плечах, свой ум, свое мышление. Вы можете спокойно скласть 2 плюс 2. Это несложно. Задачка, по-моему. Вот такие дела. Ой. Когда-нибудь будет свет в конце туннеля, он покажет. Но, скорее всего, вы не успокоитесь никогда. Не успокоитесь никогда. Потому что пока вас не приструнят, пока вас свои на задницу не поставят, вы не успокоитесь. Мы будем процветать, а вы будете просто завидовать всему этому. И вот возможно вот это, открывать свои поганые, грязные рты. Вы не подумайте, что это город Азран. Нет, это город Бангкок. Вы не подумайте, что Назран такой красивый. Это Бангкок очень красивый город, небоскреб на небоскреб. Но я вот такой сделал картинку, такой средний, чтобы вас не впечатлить этими масштабами. Многие подумают, что это Азран, он же вот так, дети, которые никогда не были в Назране, там подумают, что Назран вот такой красивый город. Нет, это не Назран. Вот Грозный, да, может быть таким. Вот Назран это не грозит. И Магаз это не грозит. Через 100 лет то же самое будет, как был с Назрани. То же самое будет через 100 лет. Тоже будем то же самое завидовать соседям. Будем утверждаться за счет других. И делать пакости и подлости. Вот это мы мастера. Вот это в нас в крови. Это наш ДНК, конечно. Не зря же вас царская и советская власть, не зря же вас отметили. Среди чеченцев было очень много тукумов, но вот вас они обозначили. Вот они вас поняли, кто вы такие. Поэтому ваша история вот такая незрачная. Она давала средним чеченцам какой-то колорит, какую-то мужественность вам давала. Вот с вами чеченец не будет, вы затухнете. Вы где-то там посочинили это осетинам, это азербайджанцам, грузинам, армянам или русским, это пофиг, это вы у себя сами варитесь и сами на себе, вот мы какие мы великие, это вы сами великие. Это вы сами утверждаете. А для других народов, для них, знаете, это имеет значение. И они будут смотреть по своим учебникам истории. А там, к сожалению, про вас, товарищи мужчин, нет ни одного напоминания. Вот чеченцы, да. Про них мы будем читать, слушать.
а про вас ничего. Пока-пока, с вами был одинокий Джейсон. Я очень устал говорить, конечно, эти темы. Это очень заматывает меня. Это очень устаешь, конечно. Это изматывающий труд. Я, конечно, я могу подробности все это вам рассказывать. Вот смысла нету. Смысла нету тут. Факт налицо. Пациенты мы видим, они очень больны, они бредят. Некоторые местами сходят с ума. Да, вот что не помешало бы Назране несколько психических больниц построить и туда и всех этих пациентов поместить. Вот тогда бы вы очистились бы, вот тогда бы вы были бы привык, вот какая-то вот видя раз была бы радость. Ну, как всегда, мира и добра всем людям. Надеюсь, все будет у нас хорошо. Должно быть. Ведь хорошим людям должно вести. Пока-пока. С вами был Одинокий Джейсон.